Шоу Курала Чукоева. Не делите народ на две части. Вторую 10 миллионов, отдам 5 миллионов и буду дальше жить. Отдай миллион. Тебе прилетало за эти песни от власти или намеки были какие-то, угрозы, может? Мы просто умираем на глазах. Я прям жестко материл Агутина. Звезданулся, блин. Фотку со мной не сделал. Ваши дети, во-первых, смотрят на вас, на родителей. Перестань говорить про власть там. Когда у тебя возникнет желание баллотироваться или вообще пойти в политику самому уже? Азия, это Азия, это Азия. Друзья, у нас сегодня в выпуске «Азия» очень известный артист Кайрат Примбердиев. О нем мы поговорим сегодня, раскроем его личность, попытаемся точнее это сделать. Ну, сразу хочу сказать нашим зрителям, почему мы уходим на русском языке. Потому что нас, дай бог, будут смотреть люди из СНГ, и мы хотим объять то есть весь простор именно на СНГ, потому что хотим, чтобы нас смотрели не только в Кыргызстане, но и также в наших соседних странах. Кайрат, добрый день. Сразу первый вопрос. То есть объясню вначале, какие блоки будут у нас сегодня в вопросах. Будет 3 блока. Первый — это политика. Очень интересный блок для нас и для вас в том числе. Ну и для зрителей, я тоже думаю. Второй блок — это личная жизнь. Третий блок — это ваши успехи на главной сцене и в шоу «Голос». И в целом вообще про музыку, конечно, будет. Готовы отвечать искренне сегодня? Ну, я постараюсь. Хорошо. Сразу первый вопрос такой. Вообще многие артисты в нашей стране, они немножко осторожничают. Я не скажу, что трусливы, но немножко осторожничают со своими высказываниями о власти. Они думают, лишний раз лучше ничего не говорить, ничего не петь такого против власти. Даже если там, что бы ни происходило у нас в Кыргызстане, пускай все так идет, главное, у меня все хорошо, я зарабатываю хорошие деньги, а кто живет плохо, это его проблема, соответственно. Сразу вопрос такой. За последний год у вас вышло 2 композиции, за которые я хочу вам свой респект выразить. Потому что эти композиции, на самом деле, я вот прям слушаю, и с одной стороны, на сердце становится, с одной стороны, тяжело, но с другой стороны, хорошо от того, что есть такие люди, как вы, которые не боятся высказывать такие слова. Это Кайдыгер Карава, конечно, песня последняя, да, вот ваша, которая про власть. И в прошлом году вы, сидя дома на гитаре в стиле Владимира Высоцкого, спели песню «Джетишет». Расскажите, как вообще родились эти песни и почему вообще вы решили? Ну, касательно того, что многие не хотят высказывать свою позицию, мне кажется, что это немножко печально, потому что мы, как граждане этой страны, я думаю, мы имеем право, во-первых, мы имеем право высказывать свою точку зрения. Тем более, даже не то, что имеем право, мне кажется, мы должны, потому что платим налоги, и мы должны требовать от тех людей, которых наняли на эту должность, контролировать наши налоги, бюджет страны, да, скажем так. Мы их наняли контролировать, значит, мы должны с них требовать, потому что мы же не хотим, чтобы наши деньги с налогов уходили кому-то лично в карман, там, кому-то на свои выгоды и так далее, да? Вот. И печально то, что многие не хотят, многие сторонятся от этих вопросов, многие, может быть, боятся. Естественно, многие властимущие стараются давить на тех, кто высказывает свою активную гражданскую позицию. И, может быть, у некоторых появляется некий страх. Ну, мне кажется, это временное явление, вот это противостояние, когда гражданское общество и, там, скажем, властимущая элита начинает немножко перетираться, да? Так должно быть, потому что если гражданское общество вообще ничего не говорит и молчит, это можно представить как ханство или какое-то королевство, да, когда есть единоличный там держатель власти и есть народ, который просто прикармливает эту элиту, да, а у нас по нашей конституции мы являемся светским государством с демократическими ценностями, очень много пунктов о свободе выбора, свободе слова есть в нашей конституции, так что в принципе мы ничего, я думаю, не нарушаем.
Ну, наверное, самое главное не призывать людей там к свержению власти там, и так далее. Не Ну, оскорблять, да, да, власть не прямого. оскорблять, провокационных каких-то моментов не делать, но высказывать свою позицию, если ты понимаешь тему вопроса, если ты в курсе вопроса, то, в принципе, я думаю, каждый должен просто высказать свою позицию. Насчет песен. В прошлом году я написал эту песню под гитару чисто, да. Я вообще являюсь большим поклонником творчества Высоцкого, Виктора Цоя. Это сразу читалось как раз таки, и даже расщепление голоса было. Да-да. Но мне кажется, эти люди, они вообще они уникальные люди, уникальные, с уникальным талантом, с уникальным кругозором. И в прошлом году, когда был момент в черный июль, да, вот ровно год назад, да, это было, люди умирали просто, наше здравоохранение не справлялось. Вроде выделено было очень много миллионов там, долларов на борьбу с ковидом, да, именно в нашей стране. Там около 500 миллионов, по-моему, да, $500 миллиарда. И из этого просто практически ничего. Мы просто умираем на глазах. Наша медицина не справляется. Ну, о состоянии наших больниц там, и о состоянии технического составляющего наших больниц можно отдельно поговорить, конечно же. И в этот момент наш парламент, 6-й созыв, которых давно уже там, назвали многими названиями, да, чемкирики и так далее, берет и уходит на каникулы. Ну, да, положенные каникулы, я не спорю. В такой момент. Да. Но и как бы, а потом еще премиальные какие-то выделили, да, это тоже положено, окей, положено, но, блин, момент же не такой, чтобы там получить премиальный, в кармашек положить там каждому, ну, там, около от $1000 до $3000, по-моему, было, и свалили, да. И этот момент меня просто достал. Я говорю, и как они работали до этого, как они там на всяких заседаниях всякие там фейлы пускали, да. И это была точка кипения, когда они взяли и там, прощайте. А потом еще были там моменты, когда факт-чекинг проводили, что после того, как они взяли каникулы, поступило очень много запросов на Мальдивы, там, да, на личных вертолетах, на личных самолетах. То есть просто чуваки рубят бюджетные деньги, и там в момент, когда их народ погибает, они там на личных там этих средствах там улетают на Мальдивы. Ну, я не знаю, насколько это было правда или нет, это, может быть, был вброс такой, чтобы, ну, там... Такая информация была. Да, такая информация была, и там некоторые там факт-чекинговые проводили расследования, в принципе, я думаю, это было правдой. Я был взбешен, и я не мог найти выход, как можно высказать свою позицию. И я думаю, я певец, я человек музыки, человек песни. Это мой единственный путь, когда я могу сквозь песню высказать свою точку зрения. И написал песню «Джет-щет». И там было про все, про то, что как они перед выборами там, в этих агитационных там, 30 днях начинают там все обещать и так далее, а после выборов пропадают. В общем, про все была песня. А вторая песня, она имеет большую историю, потому что она там начинается там с 5 октября. Со всех этих событий, когда произошел переворот, когда когда пришла новая власть и так далее. Все эти моменты есть в этой песне, второй песне, что типа не надо типа обещаниями кормить народ и так далее. Вот. Хайрат, вопрос такой, тебе прилетало за эти песни от власти или намеки были какие-то, угрозы, может быть? Ну, прям откровенно нет. Не за песни, а когда мы там участвовали на митингах 5 октября, после этого 6 были, 7 митинги были, я везде участвовал, во всех этих митингах. Мы выражали свою позицию, мы создали такой
такую организацию небольшую, Эльдин Үнү. Там ребята с 1-1 студия, там Мирбек, я, ну, очень много ребят. И мы начали там, когда вот передел власти, там мы начали говорить, не провоцируйте народ, не делите народ на две части, там, и так далее. И в этот момент, там, я помню, вечером мы сидим дома, и там мне звонят, и там начали угрожать. Неизвестный номер какой-то, и там перестань говорить про власть, там, а то мы тебя там самое, другое. Прям прямые жесткие угрозы. Да. Ну, там и физическая расправа и так далее. Вплоть до убийства. И я говорю, я просто бросил трубку, и закинул их в черный список. Позвонил сразу своему другу, который работает в милиции. Я говорю, вот такие звонки поступают. Он говорит, да, это из мест не столь отдаленных. Просто ребята, которым нечего делать, просто хотят припугнуть там. И если ты на крючок попадешься, говорит, денег там, ну, бывает, оказывается, такое тоже. Если ты, ну, там, забоялся, там, это самое, и там начинается, а ну, давай нам там... Ну, в общем, тоже бизнес такой своего рода у людей, оказывается. Да. Хорошо. Заговорили мы про события, которые были, про смену власти, про переворот. Не революцию, друзья. Некоторые путают слово революция и переворот. Революция – это когда все меняется в обществе абсолютно. У нас все так же осталось, просто поменялась власть. Да. Вот. Теперь вопрос такой. У нас в любом случае пока по Конституции, как сам отметил, есть свобода слова. Недавно пытались прикрыть законом Гульшата Салбаевой, но благо, что депутаты одумались и сейчас против проголосовали этого закона. Но вот сейчас мы смотрим по последним высказываниям некоторых людей из власти, то, что свобода слова начинает немножко изживать себя. То есть происходит ли это на самом деле, или все-таки мы будем с этой свободой слова жить вместе? Так, ну, вы знаете, мне кажется, кыргызский народ, он такой, с древних времен имеет такую особенность, что он не терпит, когда власть там начинает давить на свободу слова и так далее. У нашего народа есть в крови, мне кажется, вот это свободолюбие. И это даже доказывается тем, что наша страна, наш народ никогда не имел там династий каких-то, да, когда там одно там, ну, условно там Генрихи, там Рюриковичи, да, там, да, 500 там на протяжении 500 лет правили одной страной, там, передавали внукам, детям, да, у нас такого не было. И, ну, мне кажется, что по нашей, если истории смотреть, да, наш народ создавал большое там царство, когда это было царство Барсбега Кагана, да, Каганат, это уже, да, это огромная территория, но там не было прям одного народа, там было очень много народов, и мне кажется, наш народ просто контролировал все эти территории, но распался, да, окей. Потом есть, оказывается, такие рассуждения, что Хаканское ханство тоже создавал кыргызский народ, и у истоков этого царства был кыргызский народ. Ну, это 2 раза в истории, да? То есть никогда не было, чтобы кыргызами правили единоличные правители там, на протяжении тысячелетий там, или столетий, да? И наш народ всегда там, да, даже наш народ в свое время было, когда делился на села, там, урухтар, там, да, и там друг с другом бодались и так далее, да? Воровали друг друга скот. То есть в принципе, повиноваться не умеет наш народ, подчиняться и повиноваться не умеет. Вот. И поэтому, мне кажется, стремление к демократии, стремление к свободолюбию у нас есть в крови. И то, что сегодня есть, если там некоторые люди говорят, что это свободолюбие уже изживает себя, мне кажется, это ошибка, это просто временное явление. В любом случае где-то что-то народ проявит свое стремление к свободе через там вот уже сколько этих, да, переворотов, да, произошло. Это же тоже показатель, что мы особо не любим. Мне кажется, нашему народу
нужно просто создать условия для развития страны, регионов и так далее. Не надо давить там, не надо делать монархию, не надо делать авторитаризм, там, тоталитаризм. У нас это не пройдет. Просто и наш народ сам по себе, он очень такой, знаешь, такой деловой, да, скажем так, предприниматель. Каждый из нас предприниматель. Там есть ребята, которые машины привозят с Японии, там продают, где-то что-то, кто-то скот держит, продает. Ну, то есть, в принципе, у нас есть в крови предпринимательство. Просто этому нужно дать толчок и поддержку надо дать. И все, в принципе, мне кажется, развитие будет не за горами. Как бы, ну, есть такая фраза, как бы власть любая не давила на народ, народ сам выкрутится из этого всего. Да? В любом случае. Но если дать толчок, поддержку, соответственно, и будет взлет, я думаю, нашей нации. И в целом вообще кыргызстанцев. Потому что, как говорил в свое время один президент, Кыргызстан наш общий дом. Поэтому все нации в Кыргызстане должны, я думаю, стремиться к поднятию, да, этого всего. Азия, это Азия. Хайрат, парадокс заключается, наверное, в том, что тебя в основном многие наши граждане массово узнали не после наших, да, именно проектов, не выступлений на нашей сцене, а именно после выступления в России. Вот. И даже я, к примеру, я слышал до этого про тебя, слышал пару песен, но именно так массово многие начали воспринимать тебя как такого большого артиста именно после вот этих. Я слышал то, что тебя здесь немножко зажимали, именно из-за того, что ты самородок, из-за того, что ты, может быть, где-то с кем-то хорошо очень не общался, и тебе пришлось поехать и там добывать славу себе. А мне кажется, что это просто дело в хитах. Если бы здесь у меня были какие-то хитовые песни, и если бы здесь я пахал прям в год там записывал 5-6 песен, там выпускал хиты, то и здесь, в принципе, неплохо шло бы, да? Это во-первых. Во-вторых, в то время, это 10-е годы, да, вот эта сфера шоу-бизнеса, она была немножко монополизирована. Были какие-то продюсеры, которые продвигали свои только проекты, своих только певцов. Вот я про это и говорю, как раз таки. Да. И, может быть, это тоже сыграло какую-то роль. Сейчас-то, в принципе, время интернета. Сейчас любой, сидя у себя дома, может записать какой-то кавер и стать там популярным на весь Кыргызстан, как это произошло с Толгунай Арзкеевой, да? Вот. В то время это было немножко сложно. И у меня были трудности еще и финансовые насчет записи песен, потому что запись песен и съемки клипа требуют немалых бюджетных средств, там, денег требуют, и поэтому это тоже сыграло свою роль. А проекты в России, это была моя, может быть, это была моя удача, и причем такая очень, очень хорошая удача, которая просто улыбнулась мне, сказала: блин, чувак, ты столько пашешь, тебе уже пора, кажется, да, и открылись все двери, построились все мосты. Я рад этому. И я, в принципе, сейчас уже с этой колокольни смотрю на это по-другому. Тогда я очень сильно переживал, что, блин, продюсеры продвигают только своих. Почему так? Мы же тоже должны там выступать и так далее. Сейчас мне кажется, что наоборот хорошо, что вот так было. Это была какая-то опора, точка, на которую можно было опереться и прыгнуть через это, да? Это давало какую-то мотивацию, силу давало, что тебе здесь сложно пробиться, и тебе надо пробиться где-то там, чтобы здесь тебя хорошо узнали. Этот весь путь пройденный, он заранее уже до этого примерно был построен у меня в голове. Я уже представлял, как я выступлю в России где-нибудь на большом проекте, и меня узнает там вся страна, весь СНГ. Я прям мечтал об этом, я хотел этого, я это визуализировал, делал аффирмации, повторы каждый день, там, лежа представлял себя на сцене. Вот. Так что, да. А вот для молодых, к примеру, хочется, чтобы ты дал какой-то совет, вообще узнать, как это происходит. То есть про голос тоже поговорим. Главная сцена. Что нужно для того, чтобы попасть сюда? То есть отправить запись песни. Ну, сейчас главной сцены нету, это уже расформировался. Как это было в твоем случае? В моем случае я нашел сайт, официальный сайт, просто это телеканал РТР,
нашел музыкальные проекты, зашел туда, авторизовался и отправил свои видео, фотоматериалы, аудиоматериалы. Они это посмотрели. И просто нужно словить время, когда они открывают заявки. Они бывают там, вот первый сезон условно закончился, да, и подготовка ко второму сезону, они открывают заявки. В этот момент нужно попасть, в этот момент нужно авторизоваться и отправить свои заявки. Потому что во время уже конкурса, когда уже идет, сайт закрыт. Они не принимают заявки. Только когда закончится первый сезон, или там 12-й сезон, и перед 13-м сезоном они открывают заявки. В этот момент нужно попасть. Нужно всегда следить за сайтом. Может быть, сейчас уже они прям приложение выпускают для смартфонов. Можно себе скачать приложение и всегда смотреть новости. Можно в Инстаграме у них подписаться, там, в Твиттере, везде можно на них подписаться просто, читать новости. И они там заранее за месяц, за 2 недели говорят, что с этого числа по это число мы открываем заявки, подавайте свои заявки, заявите о себе и так далее. В этот момент нужно попасть просто. Твой главный фанат на главной сцене это была Ваенга. Она прям, я прям видел, как она прям кайфовала от исполнения песен. Сейчас как с ней связь поддерживаешь? Нет, сейчас нет Сейчас связи. нет, да? Да. После проекта я поехал к ней на концерт. 2 раза выступил у нее на концерте. Было все хорошо. Но потом я пару раз попытался ее привезти сюда, сделать ее сольный концерт здесь. Но как-то у нее не сложилось с графиком, потому что у нее очень плотный график. Она там по России гастролирует, концерты делает. За полгода у нее прям плотный такой этот расписанный график. Я не попал в этот график просто. И потом, ну, просто у меня у себя уже появилось очень много дел. Я просто не успевал общаться там с той стороной, да, и поэтому сейчас как-то уже все это забылось. Все кануло в лето. Да. Это уже история, да? Да, это уже история. Но я думаю, там при встрече где-то что-то, В любом случае, пообщайтесь. пообщаемся, да, обязательно. Азия, это Азия. По последним новостям, буквально вот за час до нашего интервью, вышла новость, зачитаю. Осудившая Садыра Джапарова к тюремному сроку судья Верховного суда Джамил Мамиталы освобождена от должности по собственному желанию. Что думаете по этому поводу? Уголовное дело в отношении нее еще не открыли? Пока нет, да? Якобы она сама написала заявление об уходе. Ну, мне кажется, это вопрос времени. Да, ну это всегда так. Это не только у нас, мне кажется, это во многих странах, когда приходит новая власть, начинается чистка там старой власти, чистка всех там деятелей, госдеятелей, которые работали при старой власти, у которых ценности и идеи связаны со старой властью, да, и новая власть старается вообще очистить все поле и поставить там свою команду лояльных себе людей, чтобы, ну, наверное, легче было работать дальше. Ну, это было и так и будет, мне кажется, но насчет того, что сама по своему желанию, я не знаю. Ну, мы же просто не были свидетелями того, как она написала заявление об уходе, поэтому я точно не знаю, насколько это правда или нет. Не будем голосовать, скажем, ну, пускай так и будет, официально, да, как бы, да. пока что. А вот насчет того, что будет ли открыто против нее уголовное дело, это посмотрим, это будем посмотреть. Хорошо, ну, посмотрим, как будет развиваться. Очень животрепещущий вопрос по поводу одного из самых таких, наверное, может быть, влиятельных людей в Кыргызстане. Это Раим Матраимов. Ну, в принципе, многие знают, кто это. Очень много расследований было против него, соответственно. Было обещано, что он будет сидеть. В итоге он особо и не отсидел. Выплатил там, порядка 2 миллиардов сом. Там полежал в больнице Бикард, соответственно, по состоянию здоровья, и все, вышел на свободу. Насколько вообще это экономическая амнистия, это вообще, насколько это, ну, здесь чисто без всяких там, спрашиваю, подводных камней, просто насколько, на твой взгляд, вот эта экономическая амнистия, она оправдана? Потому что есть такое выражение, если человек украл ведро картошки, его посадят. Если человек украл вагон картошки, с ним будут общаться.
Мгм, да. Вы знаете, насчет экономической амнистии, да, ну там говорят, что это в пользу бюджета, в пользу государства и так далее, и тому подобное, да. Но здесь, мне кажется, выхлоп такой не очень большой, потому что есть очень много людей, которые работали и сейчас работают при там, государственных службах, и они там воруют миллионами, да, скажем. Я не знаю, схем, как они воруют. Есть тендеры, там, например, есть контрабанда. Ну, то есть очень много путей, когда можно там обогатиться за счет бюджетных средств, да. Но своровать миллион там, и отдать 100 тысяч, ну, это, мне кажется, несправедливо, во-первых, потому что он своровал миллион. Отдай миллион. Если государство взялось за то, чтобы за борьбу с коррупцией, да, ну тогда, наверное, если оно взялось, оно должно уже, ну, наверное, провести расследование уже полностью там до ниточки, да, призвать международных экспертов по таким расследованиям, факт-чекингов, там, журналисты в этом деле очень хорошо, вот Али, например, Тохтахунов, да, он же одним из первых, который провел расследование в отношении Раима Матраимова, призвать таких свободных журналистов, провести расследование. И если уже есть факт обогащения за счет бюджетных средств, то уже конфискация, наверное, должна быть всего имущества, движимого, недвижимого. Там, есть некоторые коррупционеры, пооткрывают компании какие-то там левые, да, строительные компании, очень много. То есть конфискация имущества полностью. Посадить, не посадить, ну, я не знаю, это уже, наверное, на совесть государственных служб. В общем, чтобы ответил полностью по закону. Да, положено. но посадить было бы еще лучше, потому что это было бы знаком для остальных людей, которые там безнаказанно творят всякие, да, дела. И они тоже уже подумали бы миллион раз перед тем, как подписать какой-то левый там этот документ, да. То есть сложилось такое впечатление, Хайрат, то, что сейчас, оказывается, можно воровать очень много, в любом случае меня не посадят. Отдать какую-то часть. Отдать какую-то часть, и все, и буду на свободе гулять. Это же ведь другим очень хороший повод получается. Это хороший повод для других, и они думают, ну то есть, окей. Сворую 10 миллионов, отдам 5 миллионов и буду дальше жить. Я буду дальше жить. Да. Хорошо, эту тему закрываем. И вот политику уже полностью закрываем. Хочется поговорить о более приятных вещах. Но вопрос такой. Прошлые выборы были отменены в Бишкек-Горкеңеш 11 апреля. И там в Горкеңеш баллотировались певица Анжелика и Болот Ибрагимов. Когда у тебя возникнет желание баллотироваться или вообще пойти в политику самому уже? У меня иногда возникает желание, но вы знаете, я думаю, что это такая огромная система. Если ты идешь туда бороться, то ты берешь на себя ответственность бороться с системой. А с этой системой бороться немножко сложно, если ты уже попал туда. Сложнее вдвойне, потому что ты уже как бы представляешь уже эту сферу, да? Там, ты уже депутат городского кеңеша или Жогорку кеңеша, да? И там у тебя там, может быть, на кону какие-то там моменты, тебе предлагают фракцию, ты входишь в какую-то фракцию, и эта фракция там, условно продвигает, начинает, даже если кадровая политика, да, фракция начинает продвигать там какого-то человека в управленческие там должность какого-то учреждения, да, государственного. Ты там проводишь факт-чек, этот человек достоин или нет, там, его этот досье смотришь и так далее, и ты делаешь вывод, он недостоин. И ты начинаешь противиться, а твоя фракция начинает на тебя давить. Ну, я так примерно представляю, да? Твоя фракция начинает на тебя давить, там, то есть это, мне кажется, немножко сложно, в любом случае сложно, и ты в любом случае становишься пленником этого. Системы, да, и поэтому моя позиция, мне очень нравится, моя позиция со стороны гражданского общества, просто выражать там местами, не всякий раз, не каждый раз, не за каждую мелочь,
Но когда какой-то серьезный вопрос, выражать позицию, может быть, иногда там побуждать народ выражать свою позицию, да, потому что из-за молчания народа иногда происходят какие-то там вещи, да, какие-то несправедливости, когда там тот же самый украл курицу, зашел в тюрьму на 10 лет, украл там 1 миллион, через 2 месяца освободился. Тут народ из-за своего молчания допускает эти вещи. Если бы не 10 тысяч человек из 3,5 миллионов голосующих, а миллион человек начали возмущаться. Вы что, ребята, творите? В смысле, как это? Он украл миллионы, а вы его отпустили? Как это так должно быть, да? Мне кажется, многие люди в душе так думают. Просто, и они думают, вот неправильно они поступают, но они просто про себя так думают. А если вот это 1 миллион людей начинает выражать позицию в социальных сетях, там, может быть, где-то демонстрации, там, митинги, они разрешенные, Конституцией они разрешены. Если там не нарушают там, дорожное там, движение и так далее, да, если не нарушают какие-то правила, то это позволено. Там, на митингах где-то, если очень огромное большинство людей начинает выражать свою позицию, власть начинает уже бояться этого, и она начинает работать в угоду народу. Поэтому иногда я пробую побуждать людей, говорю, ребята, это наша с вами страна, это наше с вами будущее наших с вами детей. Они, если, не дай бог, если какие-то эти произойдут, они свалят, у них миллионы. И любая страна, которая там, условно, там сидит и там, Кыргызстан, мы болеем за вас, у вас коррупционеры там, условно, вот так говорят, они примут этих коррупционеров. Самый интересный момент, потому что такое бывало, да? Они примут, они их приютят, и они не пустят их к нам. Поэтому я говорю, они свалят, вот эти коррупционеры, они свалят, у них миллионы, их дети, они будут жить припеваючи там где-нибудь на островах, да? Мы с вами здесь останемся, в этой стране, которую нам угробили условно, да? А нам нужно будет ее восстанавливать. Поэтому давайте сейчас уже начнем бороться за будущее наше, за будущее наших детей и так далее. Вот эта позиция моя, мне нравится, работать с народом. Просветительская деятельность. Азия, это Азия. Проект «Голос». Я знаю, что туда можно на сайт 1tv.ru отправить, когда идет набор, отправить, по-моему, 3-минутную, кажется, даже демо-запись можно отправить, да? И, соответственно, они потом выбирают. В твоем случае, как это происходило? Это с первого раза они сразу взяли на кастинг? Не с первого раза. Я пробовал на 4-й сезон. Я отправил заявки сразу на главную сцену и на «Голос». На «Голос» я не попал, на главную сцену попал. На следующий год я отправил еще раз на «Голос» и только на следующий год попал. Как это происходит? Вот они звонят тебе, говорят, приезжай. Да, ты оставляешь свои номера, они звонят по этим номерам и говорят, с такого-то по такое-то число у нас уже идет кастинг, приезжайте на кастинг, там на месте посмотрим ваши возможности и данные. Это до слепых прослушиваний, да? Это до слепых прослушиваний. То есть первый этап – это отправка песни через сайт, да. Второй – это вызов уже к ним на кастинг, и третий – это уже слепые прослушивания, или еще есть что-то? Третий этап – это уже слепые прослушивания. Нужно еще пройти этот кастинг, потому что многие проходят через сайт заявку, но кастинг не проходит, потому что там тоже свои эти моменты, момент выбора песни, момент того, как ты вообще себя представляешь, что ты из себя представляешь. Потому что на видео ты можешь быть другой человек, а вживую может быть другой человек. Как ты общаешься, как ты ведешь себя на сцене, какой у тебя голос вживую, не через видео. Вот это все тоже учитывается. И у меня, можно сказать, сыграло большую роль, что за год до этого я уже был финалистом главной сцены. И те, кто прослушивает, эта команда уже меня знала.
Они говорят, ты же из главной сцены да, и так далее. Ну, то есть, видишь, это человек... Звезды сошлись, грубо говоря. Да, да. Еще человек, когда уже знаком с тобой, он уже знает, Лояльнее, как да? ты поешь, да. Лояльнее относится, вот. Правда, Аксюта не знал. Юрий Аксюта, он редактор «Голоса». По сути, главный человек в голосе есть так взять. Он самый главный человек. Но даже в том случае, что он меня не знал, там рядом сидящие, которые меня знают с главной сцены, он же у нас на главной сцене выступал. Послушай его хорошенько. Ну, то есть, видишь, это уже как будто за тебя слово молвили, да? Послушай его хорошенько. Юра, ну, типа там, начинает какая-то, может быть, манипуляция, да? И это тоже, может быть, сыграло роль. А кто выбрал песню This is a Man's World на слепые прослушивания? Я когда подавал заявку, я давал эту песню. И получается, там есть команда музыкальных редакторов, которые подсказывают, вот сейчас спой эту песню. Мне кажется, эта песня, она более выигрышная, да? Они такие подсказки делают. И есть женщина Наталья Шамиладзе. Она ко всем подходит, ко всем участникам, со всеми общается. И говорит, мне кажется, у тебя эта песня лучше получается. Попробуй эту песню. Она мне подсказала This is a Man's World спеть. И вся команда решила, что на слепых прослушиваниях самый лучший вариант будет это вот This is a Man's World. Хайрат, вопрос теперь по слепым прослушиваниям. Когда ты оказался перед этими жюри известными, и, соответственно, ну, чувствовалось некое волнение у тебя все равно было. Как это происходит внутри певца? То есть ты думаешь о том, повернется тот или не повернется? Или все-таки ты настолько уходишь в песню и не думаешь об этом? Я честно скажу, когда выходил на сцену, я прям был уверен в том, что все четверо повернутся. Ну, типа, я же такой уникальный, у меня уникальный голос, сейчас я взорву, ну-ка смотрите. На деле оказалось все иначе. Потому что, я объясню, момент был такой, что уже, уже моя фамилия Примбердиев, и до моей фамилии уже почти все жюри набрали уже команду. Там же 14 человек должен набрать. И я был предпоследним. Меня вот взял Агутин, после меня еще один прошел, и все, закрылось. Прослушивания закрылись. И, То есть были, которые не выступили даже? Да. Они там остаются автоматом на следующий год, это у них правила такие. Вот. Наверное, из-за этого они все четверо не повернулись. Я так себя успокаиваю. Ну, я выхожу, пою, я уверен в том, что This is a man's world. Смотрю, нет, не повернулись. Думаю, сейчас, наверное, там это колеблется. Дальше продолжаю петь, пою. И что-то они вообще уже не поворачиваются. И у меня уже все, у меня за эти 2,5 минуты вся жизнь, короче, перед глазами. Я думаю, да, блин, это все вот эти годы коту под хвост, короче, все уже у меня... Я поеду обратно в Кыргызстан, на следующий год попробую. То есть все вот эти мысли. И потом уже, я же не видел, как как повернулся Агутин, по-моему, и Гагарина. Да, они вдвоем повернулись, Агутин и Гагарина. Я когда заканчивал петь, я закрыл глаза и думаю, все, уже просто свое выступление сделаю ярким. И там, какую-то ноту взял, глаза закрыл, спел, и потом открываю глаза, и они повернулись. Вот этот момент был радость, потому что я же уже расстроился, я был готов к тому, что не прошел. Но потом они повернулись, и этот момент был такой, блин, да неужели, почему вы с самого начала не повернулись? Да, такой момент. Все мы, по сути, когда ты прошел следующий раунд, потом у тебя был баттл с Владом Венгли. Да, он хороший певец, но песня была больше под тебя, потому что это творчество Майкла Джексона было. Ты там такой перформанс выдал и с танцами, и со всем прочим. Хорошо, Агутин выбрал Венгли. Был шанс добрать тебя. Вот. И в целом, когда он выбрал Венгли, вообще, как вот я и многие, наверное, зрители из Кыргызстана, а я особенно, я прям жестко материл Агутина. Прям материл его, на самом деле. То есть, почему ты не взял Хайрата? То есть, он достойный. И знаешь,
как я начал еще больше уважать Диму Билана. Это, может, смешно будет немножко для наших зрителей. Ну, некоторые начинают, там, Билан, там, как бы, ну, брутальные такие наши ребята. Ну, я тоже, кстати, вырос на песнях Димы Билана, он очень хорошо там, на самом деле, поет. И когда он взял тебя, добрал, и я думаю, вот, и не просто добрал, а потом в каждом практически раунде выбирал тебя, я думаю, вот, человечище. Вот. Ну, на самом деле, как было ли такой, знаешь, факт какой-то такого внутреннего такое предательства со стороны Агутина в твою сторону, может быть, когда вот он не выбрал тебя? Ну, так, об этом можно рассказать так, знаешь, почему-то голос всегда, он, этот вообще, наставники, они, наверное, умеют, любят играть на чувствах и эмоциях участников, ну, потому что это же телевизионное шоу, им нужны эти эмоции. Интрига нужна, да? Интрига нужна, и зрителям нужна эта интрига, эти моменты нужны. Второй тур, и я почему-то тоже был уверен, что Агутин выберет меня. Даже местами Владислав тоже говорил, Кайрат, ты пройдешь. Мне кажется, ты пройдешь. Ну, я тоже говорю, нет, ты пройдешь. Мы друг другу так говорили. Да, это любезности, но он прям вот, он прям очень уверенно говорил, мне кажется, ты пройдешь, Кайрат. Почему? Ну, потому что эта песня под тебя подходит и так далее. И я так тоже наполнился уверенностью. Сейчас я выдам Джексона, танцы сейчас выдам, и Агутин выберет меня. Насчет Димы. Когда я прошел слепые прослушивания, и я подхожу, ну, во дворе он что-то делами занимался по телефону, я подошел, говорю, Дима, я очень уважаю ваше творчество, я вырос на ваших песнях, можно мы сделаем фотографию? И он такой, ну, он был очень занят, наверное, и он говорит, ну, чувак, ты же прошел уже, мы еще не раз будем видеться, давай в следующий раз, да? И я такой, ну, блин, звезда. Звезданулся, блин, фотку со мной не сделал. Блин, это, еще посмотрим. Такой, ну такой, да? Обиделся, короче. И в день второго тура, когда он меня спас, в этот день были репетиции, и он тоже куда-то шел, и я такой поздоровался с ним, здравствуйте. И он, ну так, бросил в мою сторону, здрасте, и он прошел мимо. Я говорю, вот чувак звезданутый, а? Что за, блин, такой? Злой такой, думаю, да? И в том, что он повернется и спасет меня, вообще не было, об этом даже мысли не было. Я вообще был уверен в том, что я пройду. Наверное, Агутин знал, что Дима меня спасет. Ну, наверное, это уже такие моменты. Поэтому он и спас Влада, ну, выбрал Влада. И когда Нагиев дает 10 секунд, и поворачивается Дима, я вообще в шоке был, вообще, говорю, блин, ничего себе, да что здесь происходит, что вы с нами делаете, ребята, блин, у меня такие эмоции были, я был просто, я был в шоке, реально. Общался насчет этого, беседовал, то есть почему он выбрал тебя именно? Спас? Нет, я такие вопросы ему не задавал, потому что... Он, может, сам как-то намекал, говорил. Не, он просто, был такой момент, когда мы репетировали, и он говорит, а ты же в Москве живешь, да? Я говорю, нет, я приезжаю. Из Бишкека приезжаешь, да? Говорю, да. Он говорит, блин, ничего себе. И он говорит, да, я помню, я тоже, когда молодой был, там где-то, ну, там учился или участвовал, я тоже я проходил через эти трудности. Но он такой намек дал, что он, наверное, понимающе ко мне отнесся. Ценит, да, и стремление. Да, стремление, труд ценит. И он себя, наверное, вспомнил в молодости, да? Он, кстати, меня на 5 лет, по-моему, старше. И, наверное... Просто он очень рано буквально начал... Он очень рано, да. В начале нулевых уже прям. И вот, наверное, вот эти моменты тоже, наверное, сыграли роль, что я прям издалека еду пройти этот финал. Я хочу этого, я сильно этого хочу. Наверное, это тоже какой-то толчок ему дало, да? И он, наверное, вспомнил себя, сравнил, каким он был в молодости, какие трудности он проходил. Поэтому, наверное, тоже лояльность его в отношении меня, это тоже сыграло, наверное, роль. Но он человечище, я тоже вот скажу, он тонкий человек, он чувствует людей, у него эмпатия очень хорошо развитая.
может быть, он виду не подает, но он такой, он чувствует людей. Вообще очень чувствительный человек, очень эмоциональный, прям не может сдерживать свои эмоции. Он даже когда выступает, там, весь такой дерганный, прыгает, танцует, он отдает себя всего этому моменту. Азия, это Азия. Начнем мы про личную жизнь. Вообще, ты являешься самородком на самом деле, то есть есть певцы, которые обучались там всю жизнь, ходили на вокальные кружки всякие. У тебя достался талант от Бога, по генам от родителей, соответственно. Вот. Из твоей биографии известно то, что тебе, когда не было годика, у тебя скончался отец. Понимаю, насколько это тяжело вообще расти без отца, то есть такие глупые вопросы задавать, наверное, не следует, там, каково это понятно, что было тяжело. Вот. Но есть факт такой из биографии. Кстати, именно от родителей Хайрат унаследовал певческий и музыкальный дар. Премьер-старший великолепно играл на гитаре, и его собирались послушать все односельчане. Мама тоже имела красивый голос молодости. Насколько это близко к правде? Ну, это по рассказам моей мамы. И я всю жизнь учился петь, можно сказать, у своей мамы, потому что мама, ну, там, делает какие-то дела домашние, готовит, там, убирается дома, и она все время пела. Ну, по себе под нос, там, или какую-то песню, там, и у них посиделки, там, с родственниками, с соседями у нас. Раньше, ну, у нас и так сейчас, да, да, всегда так. Да, и когда у них были посиделки, мама всегда начинала петь, и она очень красиво пела. Она и сейчас поет, но сейчас, ну, не так часто, как, наверное, в молодости все-таки это желание петь больше. Вот. Может, сын есть, который может в любой момент спеть, в принципе? Уже, да. За маму, ну, когда сынок спой, да. Вот. А про отца мне рассказывала мама, а потом его друзья тоже рассказывали, что он имел очень тонкое чувство юмора. Если он где-то там начал шутить, рассказывать какие-то байки, там собирались уже вот, толпища соседей, смеялись, сидели, и он играл на гитаре. Он пел для них там на гитаре, а потом еще, он еще, оказывается, увлекался техникой, там собирал какие-то колонки, там делал вручную, там, ну, в советское время трудно же было найти какие-то варианты, да, китайские. И он там вручную там с другом они собирали, там усилитель делали, там колонки ставили, в гитару подключали, там пели. Ну, то есть такое стремление, увлечение было. Вот. И не изменяя традициям, сейчас я тоже начал увлекаться гитарой. Ну, по сути, я всю жизнь играю на гитаре, но всю жизнь я играл там, в дворовской манере. Там, да. Сейчас я немножко уже более это углубленно начал изучать. Там, джазовые какие-то аккорды, там, уже сложные какие-то партитуры. То есть, это да, это по рассказам мамы и по рассказам друзей моего отца. Значит, это правда. Еще один факт из биографии с детства. Детство Хайрата было трудным, 90-е годы, безденежье и безработица. Ты даже делал домашние концерты с сестрами дома у себя, насколько я знаю. Как часто ты сейчас вспоминаешь те трудные времена? Да, очень часто, да, очень часто. Особенно когда мне очень хорошо, там, я со своей семьей там ужинаем, и там бывает моменты сразу, там, моменты из детства, и там начинаешь, вот бы там в моем детстве вот так было, ну, там, может быть, какой-то момент, и там думаешь, знаете, недавно где-то в ТикТоке, по-моему, увидел видео, оно прям меня сильно растрогало. Говорит, и после этого я чаще начал вспоминать свое детство, и там так пишется, типа, вспомни себя там маленького, там, 10-12-летнего, поговори с ним, подойди к нему, там, поздоровайся, обними его, поблагодари за то, что он такой маленький, щупленький, худой, и выдержал все эти сложности, трудности жизни и сделал так, чтобы я сейчас стал таким. То есть это ты, малыш, когда все было трудно, была безработица, там, был голод даже, и прошел все это, этот маленький, щупленький мальчишка прошел все это, и стал сегодня таким. Поговори с ним, и это меня сильно растрогало. И я так
после этого я еще чаще вспоминаю свое детство, я говорю, блин, спасибо себе тому мальчику, говорю, спасибо, что выдержал это, что не сломался, да, что там не упал, там не это самое. Вообще у тебя в жизни было много разных трудностей, о них мы тоже поговорим. Ну вот одна из них это сельхозтехникум, который ты закончил, по специальности автоматизации и электрификации сельского хозяйства. Но оказалось, ты боишься тока. Зачем нужно было идти в этот техникум? Или же кто-то посоветовал из родных? Не, знаешь, тогда у нас ну, там, идеология, да, скажем, ценности были такие, что обязательно нужно закончить там образование. Там. Сейчас, например, есть очень много там блогеров всяких там этих, которые работают в интернете, там, которые в принципе там не обучались нигде, не заканчивали там 5-й курс, там бакалавр, магистратуру нигде не заканчивали, но, блин, зарабатывают миллионы там, да, скажем, нормально живут там, на Багамы ездят. А тогда было так, что каждый там человек, закончивший школу, должен обязательно поступить куда-то. И если ты не поступил куда-то, такое ощущение было, что ты какой-то изгой, да, общества. Еще, между прочим, я же год ходил без учебы. Я закончил 11 класс и год не поступал никуда. И я себя чувствовал, знаешь, так ущемленно, да, как будто все там мои одноклассники там садятся на маршрутку, уезжают в универ, там, приходят, рассказывают там про свои студенческие эти, да. А у меня не было средств поступить. Просто не было денег поступить. И самый там по контракту, самый низкий контракт был у техникума, когда ты за год там 3500 сомов должен оплатить. Я еще поступил в бюджет, потому что, ну, когда в бюджет поступаешь, там у нас было, ты сдаешь экзамен там и так далее. Вот. И я поступил в бюджет без денег. Там. Просто в первый год я не попал, потому что я приехал в Бишкек после школы. Я хотел поступить в Кувейтский университет, увлекался арабским языком. Вот. Я не попал на этот основной курс, я попал в подкурс, подготовительный курс. Я говорю, я думаю, а что я после подкурса опять экзамен, и я уехал в Талас и просто ходил год без там учебы. Наверное, поэтому я поступил в техникум, не выбирая там. Просто специальность такая, электрификация. Все окей, да, я выбираю эту специальность. Того требовало время, грубо говоря. Да, того требовало время. Вот. Ну, да, потом выясняется, что я боюсь тока, и меня, где бы там я не этот самый, меня всегда бьет током. Я открываю машину, бьет током, там беру что-то, ну, свитер какой-то одеваю, бьет током. У меня там это биополе какое-то. Очень чувствительные. Да. Хорошо. Про учебу поговорили мы, про музыку потом еще поговорим, будет целый блок. Сейчас более копнем в личную жизнь. Первый брак, который у тебя был, ты женился очень рано на самом деле. И после того брака у тебя сын Амир, да, зовут от первого брака. Почему вообще не задалась жизнь вообще именно вот в первом браке, и даже тебе пришлось, по-моему, уехать в Казахстан, чтобы немножко сменить деятельность? Ну, так, это, наверное, просто мы были молоды, и я был молод. Сколько лет было? Хотя мне было 23 года. 23. Ну, 23, в принципе, молод. Да, да, потому что мужчина созревает там за 25. Я это потом понял, в 30 лет я это понял. В тот момент мне казалось, что я уже взрослый, там, я все понимаю в жизни там, и так далее. Вот. И была, наверное, такая влюбленность, наверное, всплеск такой чувств был. И это у нас еще в народе называют тохсую, называется. Потому что мне казалось, что я сильно влюблен, что я без нее просто жить не могу, да. И там я все уже начал там строить все мосты, все, мы женимся и так далее. Она тоже была молодая, ей было 19, по-моему. И, наверное, просто башку потеряла из-за моих слов. Там, они, ну, девушки же ушами любят. И я там начал все горы там обещать и так далее. Но через год почему-то эта любовь быстро иссякла. Хотя родился сын,
плюс еще момент такой бытовой, да. Обычно бытовуха, она и убивает, да, любовь. Вот. И у меня не было дома, у меня не было машины, у меня не было стабильной какой-то работы. Я не зарабатывал стабильно денег, поэтому этот момент тоже начал. И это как раз 2010 год, это такой 9-10 год, он очень кризисный же был. Сложные годы были. И в этот момент я без работы, ее родители начали там возмущаться, почему там не работаешь, не зарабатываешь, ну, как это обычно в жизни бывает, потому что они отдают дочь кому-то, и они там наблюдают, этот ходит, ничем не занимается, да, вот. И вот так и разошлись, несмотря на то, что есть сын, но я сейчас с сыном общаюсь, он уже взрослый, мы там в WhatsApp там переписку ведем, голосовые друг другу отправляем, видео там приветы отправляем. Как часто видишься Они в Кипре живут. В Кипре? Да. Ага. То есть на Кипр летаешь или они прилетают там? Как часто получается это вообще? Нет, пока еще сейчас еще и с переходом границы еще проблемы, да. Вот. Но он скоро собирается, сын скоро собирается сюда. До сентября ему надо успеть здесь побыть еще недельки две, потому что он там учится. Вот. Собирается, но у них тоже там немножко насчет всего этого, там, переход границы, ПЦР, МЦР, там, вакцина, это все держит их. А так он хотел сюда приехать. Он недавно уехал, 2 года назад, по-моему. До этого мы часто виделись, и моя супруга сейчас, Эля, она прекрасно это все понимает, она там, моментами она там, даже меня не надо, они там встречаются с сыном, она его водит, там, одевает на базаре. Еще такой случай был, он говорит, на базаре она его, ну, они там выбирают вещи, и он там на весь базар ла-ла-ла-ла, мою песню поет. И они, эти продавцы смотрят, и он говорит, я сын Хайрата Примбердиева. Они, о, молодец, в отца весь пошел. Говорит, да, он очень такой раскрепощенный, такой коммуникабельный мальчик. Когда ты работал в одном из ресторанов, вообще по ресторанам, пел песни, тогда встретил Эльвиру Бегалиеву, нынешнюю супругу. Вот. Она сейчас уже не поет, она твой персональный менеджер. Вот. Вот я просто помню, когда ты выступал в «Голосе», как она прям переживала, стояла, плакала даже, вот, когда ты проходил. Вот. И насколько, еще сын, да, есть, Арет, вот, ну, у вас совместная, соответственно, с Эльвирой. Насколько сильна вообще поддержка была от Эльвиры вот именно в эти моменты? Ну, она, знаешь, она одна из первых людей, которые вообще при знакомстве, она прям так сказала, ты на мне женишься, и я стану твоим менеджером. Серьезно? Да. Так и было. После, ну, там мы общались уже, и я говорю, я засмеялся, я говорю, ты прикалываешься? Я недавно развелся, так что мне сейчас эта семейная жизнь вообще не нужна. Я говорю, вот. Она одна из первых людей, которая вообще поверила в меня. Она говорит, блин, у тебя такой голос, ты не должен быть певцом только в Кыргызстане. У тебя должен знать весь мир такой. Я говорю, ты реально так думаешь? Я говорю, да. Вот, то есть она всегда вот так словами там где-то поддерживала. Были моменты, когда мы женились, там, у меня ничего нету, есть, ну, там, условно, работа, и я говорю, только поверь мне, только поверь в меня, я сделаю все, что ты захочешь. Я сделаю нас богатыми, ты только поверь. Я говорю, я верю в тебя, пожалуйста, делай. Блин, я только тебя поддержу. И то же самое в «Голосе», она всегда была рядом, поддержка моральная и общение. Это же тоже дает силы, когда ты там в Москве условно один. Там. Если бы я один был, наверное, я не справился, потому что ну, я там сам с собой просто в мысль там ушел бы и там, может быть, где-то провалил бы, да, эти туры «Голоса», экзамены «Голоса». Она всегда была рядом, мы общались. Если было какое-то задание дано мне на «Голосе»,
Мы разговаривали об этом тоже, мы обсуждали этот момент, мы там решали, как лучше там где-то, как лучше поступить, где что, там, по одежде. Ну, то есть поддержка ее была очень хорошая, очень полезная, можно сказать. Вплоть сегодня я там, условно, вот я сейчас инвестирую в образование. Есть такая, есть Академия роста. Это ментальная арифметика, это идентика, то есть. И я стал держателем, ну там, или как сказать, я стал партнером этой компании, да? Нет, я полноценным партнером. Я прям вложил туда средства. Я хочу, чтобы наши дети, особенно в регионах, учились там скорочтению, ментальной арифметике, подготовка к школе. То есть. И в этом моменте тоже она говорит, давай. Мне очень нравится то, что ты начинаешь, потому что этот бизнес как раз-таки очень хорошо подходит к моей идеологии. Ну, я не хочу там вкладываться, ну, там, условно, в общепит, когда там люди пришли, покушали и там где-то слили твою еду, да? Будущее, грубо говоря. Да, я хочу, чтобы дети получили образование и чтобы эти дети в будущем стали сильной опорой государства. Поэтому я выбрал это направление. И в этом направлении тоже говорю, мне очень нравится то, что ты начинаешься, давай, если нужна будет моя подсказка, у нее очень хорошо с логистикой, а там где-то, может быть так поступим, бывают же моменты, да, ты там сидишь там, так, блин, а как сделать, и она там, какой-то выход из ситуации, да, и она, а может так нужно сделать, и ты, блин, реально, блин, давно, ты что молчишь, давай быстрее, и там начинаешь решать, да, и это решаемо. Не зря же говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, умная женщина. Не зря, да, говорят. Не зря. Кстати, вот про Ариэта, сколько сейчас ему? Кстати, у Ариэта уже 2 года уже появился братишка, Бигбол. Спасибо. Ариэту сейчас уже так 6,5. 6,5. Да. То есть в школу уже. В школу в этом году, дай бог, пойдет. Вот. Мне его похвастать. Смело можно. Да, я прям люблю хвастаться своими сыновьями, гордиться. У меня такая же тема. Потому что Арет у меня, например, он очень такой способный, он очень общительный. Я иногда боюсь, я говорю, с чужими дядьками не общаться, потому что он там, может там, мы там ходим по улице, и он такой, привет, как дела? Там, со всеми здоровается, коммуникабельно общается, начинает. Наверное, да. Не, я был стеснительнее. В детстве я был очень такой замкнутый мальчишка. А он, наоборот, он такой открытый, он со всеми, и он начинает, какой-то дядька, и он там, привет, а ты знаешь, что Among Us, там, и там про своих этих Майнкрафтов начинает, и эти, а ты что, да? Ничего себе, дай 5 там. Вот. Он читает уже, он читает на русском, на английском. Он умеет считать на английском, он умеет на английском там, складывать. То есть такой способный. Что по поводу музыкального таланта? Есть с ним? Он умеет петь, но он, мне кажется, не любит. Потому что я знаю, когда он там подпевает себе там на какие-то эти песенки с Ютуба. И он правильно поет, он попадает в ноты. Но у него прям любви к этому, тяги такой нету. А если он один раз проснется, придет и скажет, папа, я хочу? Я не буду против. Я наоборот, я его поддержу, я подскажу, если что, где-то. Тем более у вас в семье есть менеджер уже персональный. Да, тем более. Так что... А у Бигбола уже какие Биг вылезли Бол, таланты? Он любит петь. Да? Младший, да, он любит петь. Он прям он еще слова точно не выговаривает, но там машина едет далеко, вот эти песенки он уже поет, и он любит танцевать все время, он любит повторять за мной. Я ему показывал какие-то движения там, ну, такие легкие, ногу вправо, ногу влево, там, и он смотрит на меня и сразу начинает повторять, точь как я. Я думаю, вот он
больше, наверное, будет близок к музыке Лацо и Битбол. Вот. Азия, это Азия. Закрывая тему про голос, с кем продолжаешь держать связь из проекта? Не только там с жюри, но и с участниками? С участниками у нас есть в WhatsApp группа, там иногда там переписки, общаемся. Иногда, ну вот был момент, когда в прошлом году, по-моему, да, в Беларуси почти там вся страна начала выходить на Акции, улицы. да, были, протесты, да. Да, у меня из Минска есть друзья, и мы с ними там, мы там начали в группе писать: ребята, мы вас поддерживаем, вы молодцы, там вы это высказываете свою позицию, свое это гражданское право высказываете, молодцы, мы вас поддерживаем. Ну, то есть такие моменты, когда, ну, действительно, наверное, нужна поддержка, да. Когда у нас были события, да, октябрьские, они тоже начали писать, что, блин, Хайрат, мы видели там, все, у вас там все нормально, да, ты сам, главное, нормально, там, это самое. Ну, то есть такие моменты. Друг к другу не ездите в гости там, в Беларусь или они... Ну, пока еще не было, потому что, ну, мы же, каждый занят, каждый чем-то занят. А в основном в группе я смотрю, там переписка идет насчет работы. Они в Москве, нужен певец там на сегодня где-то выступить, и там я свободен, давай, выходи. Ну, то есть такие рабочие моменты в основном решаются. Вопрос такой теперь. Назови трех певцов, трех лучших певцов, исполнителей вообще Кыргызстана, на твой взгляд. Курала Чокоева можно не врать, и Андаш, скорее всего. Ну, это близкие все равно. Да, твои друзья, как бы, ну, понятно, они для тебя всегда будут лучшими. Хотя они очень классные певцы и очень классные исполнители, на самом деле. Но именно вот помимо них, конкретно, вот, тройка лучших исполнителей Кыргызстана. Так, ну, знаешь, во-первых, наверное, я такой. Это уже такой гран-при, да? Да, ладно, кроме меня. Кроме, да. Ну, кроме вашей тройки. Андаш, Чокоев и Хайрат Пирмирзиев. А то я всегда, я себя начинаю пихать. Мирбек Атабеков. Я очень ценю, как он подходит к выбору песен. Да, бывают моменты, что мы думаем, блин, что-то эта песня знакомая, что-то, может быть, похоже на вот эту песню. Там, ну, то есть у него тоже есть моменты, когда он заимствует. Ну, это мир музыки, он такой. Любой музыкант где-то заимствует сэмпл, где-то еще заимствует, да? Как знаешь, вот дискотека «Авария» в свое время у них песня была, и строки такие, все мелодии спеты, стихи все написаны. Да. Всего 7 минут. Хоть он и некоторые начинают выступать, что типа он ворует там и так далее, да? Я с этим не согласен. Он заимствует, но он это делает очень красиво, грамотно и подает очень грамотно. И его песни почти всегда ходят в ногу со временем. Да. Мне кажется, песня, то хит у него. Да, мне кажется, многие зрители с этим будут согласны, да? Мирбек первый. Да, обязательно. Так, мне нравится Абир Хасенов. У него вот прям свое направление, уникальное. Он ни на кого не похож, у него голос ни на кого не похож, у него песни ни на чьи не похожи, у него свое видение, хотя он, как сам рассказывает, Абир, всего 4 аккорда на гитаре знает, и на эти 4 аккорда пишет песни, да? Но он это делает как-то от души, да? По-простому, по-дворовскому, но, блин, как-то прикольно у него получается. И песни в лаунжах можно, да, слушать? Даже там «Я поднимусь на перрон», допустим, да, песня начинается. Прям с первых строк уже ты можешь сидеть в лаунж-баре и не напрягаясь слушать эту песню. Не, вообще, «Я поднимаюсь на перрон», она крутая песня. Она такая. Хотя вроде бы не сказать, что сложная, по сути. Да? И причем, когда вышла вот эта песня, мне казалось, что это где-нибудь в Казахстане или где-нибудь в России выпустили песню, да? Да, и мне тоже так показалось, что это не То есть такого уровня, да, песня? Красавчик, почему бы нет? У него такие песни. Хорошо. Вот. Мирбек Атабеков, Абир Хасенов, третий. Да, блин. Барабан дрёк. Да, не обидеть бы никого, да, такой? Да, ну, на самом деле здесь, в любом случае, я знаю, друг друга многие уважаете, певцы, но чисто просто взгляд. Это же из моих личных предпочтений, да, идет? Конечно. Не из массовых там взглядов, да? Ну тогда Арсен. Арсен, да. Арсен. Ну, тройка. Просто Арсен. Мне его подход нравится к песням, его голос.
То есть так. Очень много певцов, с которыми я очень знаком лично, которых уважаю очень. Но вот если лично из моих предпочтений, то вот эта тройка. Мирбек Атабеков, Амир Касемов и Арсен. Да. Хорошо, теперь вопрос по поводу мировой музыкальной индустрии. Блин, там много. 3 лучших певца, исполнителя, даже, можно, джазменов за все время. Да? Там 3 я точно не могу выделить, блин. Но... кого вот сразу Окей. Прям прикинь, рисунок уже такой. Фредди Меркьюри, Стиви Уандер, Лучано Паваротти. Ох. И прикол в том, что все в разных направлениях, да, Да. двигались. Стиви Уандер, Фредди Меркьюри и Лучано Паваротти. Ну, кстати, отличный выбор, на самом деле. Очень хороший выбор. Ну, на самом деле, правильно сказал, что очень много, да, бывает разных вкусовых предпочтений, направлений. Вот. Я думаю, то, что вот конкретно, если человек нашел свою нишу, он в этом и двигается. Потому что вот, глядя на твое творчество, я наблюдаю, что тоже ты какое-то время нашел эту нишу, и вот по ней движешься. Вот. И после «Голоса», после главной сцены, после последних хитов, тот же самый про Кокбурю, когда песня, то есть это вот я работаю там комментатором, ведущим на спортивных каналах, на всяких Кокбурю представлениях, матчах Кокбурю, я слышу эту песню, и знаешь, он прям дух поднимает. У тебя вот, когда ты написал эту песню, когда ты записывал эту песню, у тебя были такие мурашки по коже? А это потому, что это автор Чингиз Алиев. Он умеет он умеет выдергивать все самое лучшее, что у тебя есть. Он знает твои навыки, твои возможности, и он знает, где ты можешь лучше сделать. На записи он прямо участвовал. Он участвовал в момент писания аранжировки, написания аранжировки, и он во время записи он прям, блин, братан, давай вот так сделаем. Ты же можешь это сделать. Вот сделай вот как ты можешь. Ну-ка, давай. И там повторами. И у него нету такого там. У нас же обычно не хотят задеть человека и говорят, окей, нормально, да, и у себя там внутри остается, блин, мог бы лучше, да. Не, он не такой. Он говорит, он сразу говорит, нет, мне кажется, Хайрат, ты можешь лучше. Давай, блин, чувак. И такой подгоняет все время, да? И он вытащил из меня вот эту энергию, вот эту ауру песни, он из меня вытащил. И он умеет еще и такое представление давать перед записью, да? Он говорит, представь себе, блин, чуваки на конях, они не на жизнь, а на смерть уже. Насмерть. Борьба идет такая, блин, на кону там этот самое. Вот представь себе, ты же на коне катался? Я, да. Вот представь вот этот момент, да, там, когда ветер, ну вот эти моменты, он прям чувственно, тонко рассказывает, и ты такой, вау, и так заряженный такой. Входишь в это, да. В эту ауру, да? Да. Он умеет, у него такое, не знаю, какое-то шаманское, он там, словами там начинает тебя заряжать, и ты заряженный, и с этой энергией там поешь. А когда если что-то иссякает, там, пойдем покурим там, или что-то, чайку попьем, пойдем. И там выходим, сидим, общаемся. Вообще он заводит разговор вообще не об этом, да, о чем-то другом. И там сидим, общаемся, ты все уже забыл, вылетело из головы. И он обратно начинает. Кокбурю. У него классно так получается. Ну и у меня тоже классно получается. Поэтому песня такая вышла. Но я надеюсь, это не последняя из таких песен. Нужно еще писать. Потому что много очень ребят, которые мне прям в лицо рассказывали, блин, братан, там твоя песня, я тренируюсь под твою песню, она мне дает силу там. Такие моменты были, и я говорю, блин, надо. Вообще, когда планируется такой хит, типа Кокбурю, потому что такой духовитый или что-то другое пишешь на данный момент? У меня сейчас направление немножко поменялось. Я сейчас вот пишу песню, ну она такая более лайтовая, она аранжировка стильная, можно сказать, тиктоковская, да? Можно какие-то движения придумать. ТикТок можно и раскачать еще больше аудитории, да? Кстати, да, сейчас молодежь только так зависает на ТикТоке. Кстати, вот что ты думаешь по поводу того, что надо закрыть ТикТок в Кыргызстане, вот эти всякие абсурдные мнения? Ну, я об этом скажу так. Если вы смотрите ТикТок и вам выходит какая-то дичь, Назовем это так, да? да, значит,
значит, в ваших предпочтениях смотреть такую дичь. Потому что у ТикТока алгоритм такой, он просто по вашим предпочтениям дает вам видео. Вот у меня, например, я смотрю ТикТок, у меня короткие рассказы про космос, про галактики, про черные дыры там. Кстати, ты же хотела со стратосферы, да, прыгнуть? Да, да. Есть такая мечта до сих пор? До сих пор, да. Когда планируется? Надо разбогатеть. Это же не дешево Сколько стоит. стоит повод? 40 тысяч долларов, по-моему, 40 тысяч долларов. один прыжок. Один прыжок. Да. Не боишься, что там что-то... Так, ну, во-первых, конечно, нужна специальная подготовка. Вот этот Бамгартнер, по-моему, Феликс, этот австрийский, он до этого, у него очень много было прыжков, там, флайджампинг, какие-то, ну, то есть он уже был готов к этому, он был готов к высоким давлениям. У меня пока еще нету подготовки, ну, по крайней мере, на земле подготовка, скажем так, вроде нормальная. Я там бегаю, футбол играю, вот. Но, наверное, можно пройти какую-нибудь предварительную подготовку, там, может быть, полгода, год, уже прям к этому прям готовиться, да, вот, и, наверное, можно совершить. Там самое главное не уснуть, потому что полет длится около 10 минут, оказывается, и первые 2-3 минуты Феликс спал просто. Вот там так пишется, рассказывается. Я тоже заснул, наверное. Да, потому что там же высокое давление, и, ну, спишь не за то, что ты хочешь спать, а просто организм засыпает. Ты просто засыпаешь и все. Он 3 минуты в свободном полете летел во сне, потом просыпаешься. Наверное, уже это как бы все будут так спать. Я тоже, наверное, усну, но я прыгну. У меня есть такая цель. Отличная цель, на самом деле. Так что, друзья, ТикТок не запрещаем и прыгаем со стратосферы Да. в будущем. Азия, это Азия. Шоу Курала Чокоева, которое было, которое прям взорвало все на просторах интернета Кыргызстана. Вот, ну, на самом деле, мое мнение, в принципе, да, там, может быть, кто-то скажет, ну, там, немножко неправильно ребята сделали, там, с матами, все дела. Вот. Но, по сути, это YouTube-пространство, интернет-пространство. То есть, человек, который, там, допустим, поет на телевидении, и как себя ведет в YouTube, это все совсем другое. Понятно, что это, может быть, была пародия на что было дальше, может быть, не зашло нашему менталитету, понятное дело. Но мне непонятна реакция именно министра культуры. Нурджигит Хадырбеков сказал: в нашем языке, мне кажется, люди никогда не матерились. То есть, мне кажется, Нурджигит Хадырбеков просто не выходит на улицу часто. То есть, выходит, сразу в машину садится и домой едет. То есть, ну, надо пойти просто на базар любой. Даже сейчас, ну, везде люди на разных языках матерятся. То есть, это не есть хорошо, конечно, но вот такая наивная позиция, мне кажется, это чуть странновато. Разве он так говорил? Ну, есть такая цитата. Я не знаю, насколько это правдиво, но вычитал в новостях. Я сразу извиняюсь перед Нурджигитом, если это он так не говорил. Но есть такая цитата, ссылку могу потом скинуть. В нашем языке, кажется, не матерились, то есть говорит. Но у нас есть очень жесткие маты, как в любом языке, да, по сути. Это очень наивная позиция. Наивная позиция, да. И вот то, что он пытался там, ну, и начал лишать там всяких наград, это каково вообще было? Так, вообще по проекту Курала Чокоева, ну, это, да, это был какой-то эксперимент со стороны Курала, да? Наверное, хотел, да, наверное, что было дальше, хотел повторить. Не удался, честно скажу, потому что, ну, у этих, ну, ЧБД, у них там бывают моменты, когда они остро шутят, они тоже матерятся, но у них юмор какой-то тонкий, да? Они органично смотрятся вот в кадре, даже со своими шутками, мне кажется. Бывает перегибает, конечно, бывает У них моменты, тоже да. бывает, Да. просто Особенно у Щербакова. беспредельничать Да. начинает, просто Материться просто тогда. без там этих, без правил и там. Но бывают у них моменты, когда они прям тонко пошутят, и ты думаешь, блин, реально это жиза, да? У нас немножко топорно получилось, мы просто матерились и все, да? И вообще по ходу всей передачи я не сидел там, не злословил там через каждое слово.
Они просто попросили, ну-ка в образе, ты же таласский, братан, там в образе изобрази. Ага. Я такой, как это, да? В шутливой манере все это было, конечно. Да, в шутливой манере. И самое главное, наши вот эти инстаграмщики, прям вот этот момент срезали, начали этот момент продвигать. Это же как раз им подписка, им комментарии. Ну, на вас, грубо говоря, хайпанули с Куралом. И, да, вот эти аккаунты инстаграмные, они на нас себе хайп словили, еще против нас весь народ натравили, да. Вот. Позиция министра культуры насчет того, что отобрать награду, ну, мы об этом с ним тоже говорили, мы как раз к нему в кабинет ходили, и я ему тоже это сказал, что оказывается, уважаемый наш министр, вы не знаете законов нашей страны, что по законам нашей страны вы не имеете права, будучи министром даже культуры, Да. не имеете права отбирать у меня там Звания разные, да. звания, Ага. да. Потому что звание было дано президентом, государственное, это было подкреплено государственно, там есть печати в архивах и так далее. Чтобы отобрать, это должно было быть заявление там с подписью, с петицией там с каких-то тысяч, по-моему, людей, которые требуют у меня отобрать это звание. Потом еще должны были быть веские причины, условно говоря, убийства там вплоть до или государственная измена. Ну то есть, а то, что матерщина, это даже не уголовно наказуемо. Да. Не то, чтобы отобрать награду, а это даже не уголовно наказуемо. Вот. Он просто своих полномочий не знал, местами он превысил полномочия. Мы об этом поговорили. Плюс это ведь пространство интернет, и причем тут вообще Министерство культуры, оно даже не курирует интернет-пространство, по Оно сути. вообще не курирует. Да. Вот. А насчет того, что в нашем языке не было матерщины, ну, блин, прости меня. Да сейчас выйди на улицу, в принципе, услышишь. Да. Вот просто возьми пример. Знакомится там условно какой-то там какой-то китаец там, с бразильцем, да? Они знакомятся. Первое, знаешь, что они научат друг друга? Матершинные слова. Они научат друг друга материться Да. на родном языке. Это, блин, это человеческое. Любой человек, ему интересно послушать, как китаец матерится на его языке. Да. Блин, это всегда, это актриса Алая ведьма. Как ее зовут? Ты тоже, я Алла ведьма просто называю. Йенсен, да, по-моему? Йенсен или Ольсен? Ольсен, по-моему, кажется. Ну что-то с Сеном да, связано, Ольсен, скандинавский что-то, да. Она научилась материться на русском. Помнишь? Да. Была когда-то. ПНБ, вот такие, да, заглавные слова, чтобы нас тоже потом министр культуры не привлек за это. Не будем материться в кадре сейчас. Причем у нее это классно получилось. Она Да. прям как русская баба прям Да. высказала эти все три слова. Нем-нем-нем. Смотри, это человеческое. Любой человек прям, если где-то эмоция, он сразу матершинные слова выпускает. Ну там, если это просто не там, не этот какой-то, не папа римский, ну то если не сильно религиозный человек какой-то, или где-то в офисе находится, но любой человек пропустит словцо острое. Обычная реакция человеческая. Да. Так что это позиция, что наш народ не умел материться. А как же тогда ННС? Да. Откуда мы это взяли? Да. Это у нас эти инопланетяне научились? Да нет, это у нас с тех времен. Да, в каждом языке вообще есть, конечно. Да, есть момент, где там применять. Можно было просто осудить, ну зачем вы матерились, там вас там смотрят там дети, к примеру, да, такая позиция нормальная была бы. Все вы там сказали, все, хорошо, извините. Но вот там отбирать награды, что-то еще такие вещи говорить, ну, Да, это система сама, оставшаяся с советских времен, когда через наказание, там, через запрет добиваются чего-то. Но сейчас не такое время. Да, нет, наказание, оно должно быть, уголовное наказание, но для этого существуют правила, существует уголовный кодекс, существует свод правил, которые ты не должен нарушать, да, ну там, условно, побить человека на улице или украсть что-то, да. Ну, блин, в нашей стране, прости меня, Господи, в нашей стране там, блин, есть моменты, когда там
даже изнасилование несовершеннолетней там девочки и там просто там выговор, штраф, ты думаешь, как так можно, вот чувак реально нарушает закон. Да. Закон природы просто нарушает, да? Не то, что закон страны нашей. Он просто закон природы нарушает. Но, елки-палки, его отпустили. Что за судья, ты говоришь, да? И там... Это вопрос о коррупции как раз таки. Да, и там общество начинает возмущаться. Блин, а если ты где-то поматерился, окей, да, в общественном месте, в общественном пространстве нельзя материться. Я тоже не за то, чтобы там Нурлан, вот этот Сабуров, эти ребята матерились. Я тоже их как бы не осуждаю, но в то же время думаю, блин, чуваки, да, но именно уголовные какие-то кодексы они не нарушили. Да. И мы тоже не нарушили. Кстати, есть же у нас еще уятмены в Кыргызстане, Да. которые сидят и строчат там, что-то происходит, там девочка надела там короткую юбку, ой, она такая сякая, там заматерился, ой, он такой сякой, тем более, если человек публичный, все и начинается. И потом самое главное, знаешь, когда они начинают ответственность за воспитание своих детей на нас навешивать. Да. Наши дети смотрят на вас. Ваши дети, во-первых, смотрят на вас, на родителей. И все их поведение, это ваше поведение. Проекция полностью. Проекция родителей. Потому что дети точь-в-точь повторяют поведение своих родителей. Но потом уже, когда они вырастают и выходят на улицу, они там с улицы тоже что-то учатся, да? Но основа. Первые 10 лет, первые там 10-12 лет, это прям 100% повтор родителей. Поэтому будьте добры, ведите себя сами хорошо. Если вы уверены в том, что вы человек праведный, там, правильный, моральный и так далее, не бойтесь за свое чадо. Он не станет таким, как мы. Он станет таким, как вы, как папа и мама. Может быть, где-то на улице что-то научится, но он забудет это. Потому что первые 10 лет это прям остов, это фундамент. Он научился всему тому, что вы умеете. Так что, пожалуйста, на нас не вешайте ответственность за то, что ваши дети где-то что-то. Вы ведите себя, во-первых, хорошо, и рассказывайте своим детям какие-то моменты жизненные, да? Может быть, просто или во время этого рассказа просто скажите, блин, не смотри видео Хайрата, он что-то, блин, мне не нравится, да? Он что-то это. Но есть же такой запретный плод сладок. Да. Как только папа сказал, не смотри видео Хурала Чукаева и Хайрата, Все пошли сын смотреть, да? начинает смотреть это видео. Ну, блин, я не знаю. Нет, правильно, надо воспитывать себя Да. сначала, чтобы твои дети потом из себя пример брали. Так что вот, но если мы не хотим, чтобы где-то в Ютубе что-то матерились и так далее, тогда, пожалуйста, надо сделать такие законы. Тогда в уголовный кодекс прям надо внести такие поправки, что в общественных пространствах, YouTube, социальных пространствах нельзя пропускать матершинные слова. Такое же не получится. YouTube-то не контролируется нашим государством. YouTube Так это что, американский да. сайт. У него свои правила и свои законы. Но в принципе есть моменты, когда YouTube блокирует. Да, есть по инициативе какой-то стороны, конечно. Да. И это не инициатива страны, это инициатива общества. Вот если общество не хочет, чтобы вот такие видео Хурала выходили в ред, пожалуйста, наберите там около 10 тысяч, 20 тысяч людей, и все эти 10 тысяч людей одновременно отправьте дизлайки и отправьте жалобу в YouTube, что вот он нарушает правила YouTube. YouTube заблокирует нас. Да, но мне кажется, все равно должен каждый заниматься своим делом. То есть государство должно сажать настоящих преступников, обращать внимание на проблемы. У нас столько проблем, если честно. Экономика, там, границы, то же самое, да, вот в последнее время очень такой животрепещущий вопрос. Зачем обращать внимание там на некоторых блогеров, на певцов? В принципе, можно как-то там порекомендовать, конечно, но есть проблемы куда больше. Это, мне кажется, был такой популистический просто ход. Чтобы отвлечь народ от проблем, я думаю, тоже такое может быть. Отвлечь народ от проблем, а в случае Министерства культуры, позиции и министра культуры, это был просто
зарабатывание себе очков. Да-да. И рейтинг себя поднять, да? Да, у нас так любят, у нас прям очень любят полакомиться на чужом Хайпажоры таких называют, грубо говоря. Да. Айрат, финальный вопрос. Когда, на твой взгляд, у нас наступит наконец-таки хорошая жизнь, полная демократия в нашем обществе? По прогнозам, может, примерно. Наверное, это будет время наших детей. Детей, да? Когда нашим детям будет так, как нам, лет 30, там, 35, да? Потому что наши дети, они уже совершенно другие люди. Они растут в другое время. Мы выросли в то время, когда была тоталитарная система, Советский Союз, там, и там даже до сих пор мы так думаем, что если в Москве дождь, через неделю у нас... Да. Да, это не так. Москва уже давно нами не управляет, да? Ну, условно говоря, да? Вот. А наши дети, они растут по-другому, они растут в другом пространстве, в другом времени, у них другие мысли, и у них, наверное, какая-то честность будет. Конечно, это будет зависеть от нас, от родителей, от всех нас, которые нас смотрят, от наших граждан, которые живут сейчас, в это время, наблюдают за всем тем, что сейчас происходит, и у которых есть большая ответственность за будущее наших детей. Наверное, мы должны воспитывать этих детей вот такому, что, воровать чужое нельзя, воровать общее нельзя, это наше общее. Каждый гражданин за это платит налог. Эти налоги поступают в бюджет. Пожалуйста, не воруй это, потому что ты, значит, воруешь у всех одновременно. Ты залезаешь каждому человеку в карман, да? Вот это нам надо объяснять нашим детям, потому что, возможно, наши дети станут, там, может быть, государственными деятелями, где-то даже бизнесменами. Даже бизнесмен, если не платит правильно налоги, он тоже ворует. Да. Он тоже коррупционер. Уклонение от уплаты налогов. Уклонение Да. от налогов, это тоже вот. Поэтому это будет на время наших детей. Мы должны их научить этому. Все мы несем за это ответственность. Хайрат, очень приятно было с тобой сегодня побеседовать, на самом деле. Спасибо за чистый, откровенный разговор, потому что у нас многие люди немножко чураются каких-то эпизодов, может, боятся раскрывать что-то. Полностью, я думаю, люди сегодня узнали, раскрыли для себя, кто такой Хайрат Прембердиев. Да. Удачи и, самое главное, еще больше хитов, еще больше свершений, жене, детям, здоровья, всех благ по жизни. Спасибо. И тебе успехов. Спасибо большое. Азия.